Так, сегодня с вами я, Наталья Александровна Савенко, заведующий Центром сопровождения специального инклюзивного образования ГУ ДПО КРИРО. И следом за мной выступит моя коллега Цветкова Анна Валентиновна, заведующая отделом по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также заместитель руководителя территориального ПМПК города Сыктывкара. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной тематике. Это развитие мелкой моторики, развитие графомоторных навыков, а также о профилактике нарушений письма. Как нам всем известно, что развитие мелкой моторики – это очень важный этап, очень новый, хорошо забытый, да, которым занимаются все педагоги различных образовательных организаций, в том числе логопеды, дефектологи, психологи, поскольку все прекрасно понимают, что развитие мелкой моторики – это очень важный этап в развитии любого ребенка. Итак, развитие мелкой моторики рук, естественно, очень важно для любого ребенка. И в первую очередь это объясняется тем, что в человеческом мозге отделы, которые отвечают за управление пальцами и речевой функцией, находятся рядом с друг другом, практически контактируют друг с другом. То есть они взаимно активируются. И при развитии мелкой моторики пальчиков наших деток, естественно, начинают развиваться и задействовать друг друга, и активизировать друг друга, и мозговые различные функции. Что же такое вообще мелкая моторика? Итак, мелкая моторика – это тонкая моторика, которая представляет собой способность управлять небольшими вещами, передвигать предметы, передавать их другому человеку, решать какие-то задачи, предполагающие слаженное взаимодействие рук и глаз. Тонкая моторика неразрывно связана с центральной нервной системой и способностью к запоминанию, зрением и общим восприятием детей. Мелкая моторика рук взаимосвязана с высшими свойствами сознания, такими как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие, координация, воображение, наблюдательность, зрительная, двигательная память и естественная речь. На начальной стадии развития ребенка именно тонкая моторика свидетельствует о его интеллектуальных способностях, о общем развитии. Дети, имеющие недостаточное развитие мышц моторики рук, часто роняют карандаши, вилки, ложки. Им сложно самостоятельно зашнуровываться, расстегивать, застегивать. Очень трудно бывает собирать различный конструктор, лего, собирать мозаику, перебирать счетные палочки, ну и так далее. И такие детки часто отказываются от аппликации, от лепки, соответственно, отстают от сверстников во время занятий. Нарушение моторики, естественно, таким образом, отрицательно сказывается на развитии познавательной деятельности ребенка. И несовершенство двигательной координации кистей рук и пальцев затрудняет в итоге овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. Правильное развитие тонкой моторики способствует становлению речи ребенка, повышению его интеллектуальных способностей, стремлению к творчеству. Кроме того, она оказывает воздействие на ловкость рук, которая в будущем становится основой скорости реакции и одной из составляющих памяти, логического мышления, рассудительности, воображения и внимательности у детей. К сожалению, как отмечают многие специалисты, воспитатели, узкие специалисты, многие родители сегодня нередко забывают о важности развития тонкой моторики у ребенка. На обуви и предметах гардероба чаще всего предпочитают покупать одежду с липучками вместо шнуровки и пуговиц. Далеко не каждый ребенок умеет вышивать, выжигать, пилить, перебирать крупу, мыть игрушки и так далее. То есть в основном родители сейчас ограничивают детей от
элементарных действий, которые помогают развивать мелкую моторику непосредственно в быту. Сегодня развитие моторики предполагает выполнение специальных упражнений с ребенком. Поэтому мероприятия по развитию мелкой моторики с помощью различных дидактических игр обязательно должны быть включены в программу по развитию речи, по подготовке к письму, формированию способностей к самообслуживанию у любого дошкольника. От того, насколько ловко дети смогут научиться манипулировать собственными пальчиками, зависит и его последующее развитие. Итак, что же в себя включает вообще развитие мелкой моторики? Ну, как мы знаем уже, да, самая первая игрушка у любого ребенка – это его ручки. Малыш, когда еще не умеет держать какую-то игрушку или еще чего-то, он самостоятельно играет со своими пальчиками, сминает в кулачки, разжимает, переминает пальчики. А далее ребенок начинает познавать мир, который его окружает, также с помощью своих рук. Первые тактильные контакты, которые происходят совсем неосознанно. И после того, как ребенок начинает более осознанно выбирать движения пальчиков и рук, он начинает уже производить какие-то захваты. От ловкости и управления этими самыми маленькими крохотными пальчиками зависит последующее развитие любого малыша. Приступать к развитию моторики рекомендуется непосредственно после того, как только ребенок появился на свет. Самое первое время необходимо делать легкий массаж, делая акцент на детские пальчики. Когда малыш немножечко подрастет, ему следует давать игрушки с поверхностью различной структуры. Это может быть шершавая, с пупырышками, с иголочками, которые не травмируют ручки. Гладкая, холодная, теплая, пушистая и так далее. В полгода, то есть в 6-месячном возрасте, можно ребенку давать различные игровые приспособления, уже направленные на конкретное развитие тонкой моторики. Чаще всего они имеют вид проволочки, на которую навешаны небольшие разноцветные шарики, и малыш должен научиться их перемещать с места на место. Как вы знаете, сейчас достаточно много в магазинах такого пособия, и приобрести это достаточно несложно. В возрасте от года уже малышу нужно давать матрешек, пирамидки, различные кольца. Более старшему малышу уже можно передавать конструктора с более крупными деталями. То есть, как мы знаем, да, начинаем работу по мелкой моторике с крупных конструкторов, которые имеют большие, крупные детали. Далее, после 3 лет в игры ребенку не просто можно, а нужно вводить усложненные задания. Это может быть сортировка. Ну, естественно, самое простое, вот как вы видите на экране, это сортировка круп. Например, вот здесь вот показано, да, как ребенок сортирует из общей картины сыпанных бобов, гороха и так далее, раскладывая по тарелочкам. Здесь малыш, допустим, да, составляет точно такую же картину, как у него уже вот здесь вот существует, из предложенных ему материалов. Это можно делать ручками, можно делать ложечкой, можно делать пинцетиком. Все зависит от возраста. Далее. В обязательном порядке нужно ребенку уже в 3 года давать возможность нанизывания бусинок на веревочку. Естественно, это должны быть крупные пуговки, потом могут быть различные закручивающиеся, вот здесь как на картинке, да, пособие, закручивание крышечек, потом надевание колечек различных, прикрепление прищепок, лепка должна быть в обязательном порядке, как из теста, так и из пластилина, сборка различных конструкторов, пазлов, застегивание, расстегивание пуговиц, молний, кнопок и так далее. Дошколятам обязательно предлагается лепка, рисование и изготовление различных поделок.
Все эти занятия способствуют эффективному развитию моторики ручек ребенка. Естественно, можно придумать самостоятельно большое количество игр. И для этой цели нужно лишь всего лишь применить фантазию. И тогда все непременно получится. Я знаю, что педагоги наши очень замечательные, с прекрасной фантазией, с золотыми руками, которые делают очень много интересных пособий для детей. Поэтому как бы за наших деток мы вполне спокойно. Далее, при помощи любых упражнений необходимо учитывать в первую очередь, что они должны обязательно проводиться исключительно под наблюдением взрослого. Это поможет исключить, естественно, вероятность попадания различных мелких вещей в нос или в рот ребенка. Далее, обязательно нужно следить за тем, чтобы предметы не были колкими, острыми, которые смогут причинить какую-либо травму. И, естественно, когда вы проводите какие-либо занятия по развитию мелкой моторики, не забывайте о том, что ребенка нужно обязательно хвалить, даже за небольшой какой-то успех. Далее, чтобы сформировать правильный дифференцированный захват, необходимо учить ребенка брать предметы, отличающиеся между собой по размеру, форме, различными способами или всеми пальцами, большим и указательным пальцем, всей кистью, щепоточкой. Для тренировки точности используются различные упражнения на помещение мелких предметов, допустим, в сосуд с узким горлышком, в какую-нибудь посудину, в прорезь. Для развития мелкой моторики полезно складывать разборные игрушки, раскручивать и закручивать крышки, как мы уже с вами говорили, сматывать и разматывать клубки. Такие игры способствуют развитию мелкой моторики. Не стоит забывать про пирамидки, матрешки, логические кубы, пазлы, шнуровки и трафареты. Обязательно необходимо включать вырезание из бумаги какой-либо фигуры, как правой, так и левой рукой. Далее, доставание, допустим, бусин или камушков ложкой из стаканчика, ну, например, стирание ластиком нарисованных предметов, комканье платка или бумаги. Если, допустим, это платочек, то можно взять за уголок одной рукой и постепенно подбирать все под ладошечку. Игры с карандашом, с грецкими орехами, нанизывание различных предметов, допустим, крупных бусин на палочку, на ниточку и так далее. Далее. Очень интересное сейчас вот нахождение предметов в сухом так называемом бассейне. Например, закапываются какие-то предметы, те же ракушки, цветные камушки, и ребенок с помощью лопаточек, ложечек, стаканчиков или просто ручками разыскивает предметы, очищает их, складывает, перебирает и так далее. Достаточно много интересных предметов, допустим, можно сделать самостоятельно. Например, вот здесь вот волшебная дорожка сделана, да, из различных камушков цветных, которые всюду продаются. Очень полезны вот такие вот мячики, ежики и так далее. Для тренировки изолированных движений рук можно использовать упражнения такие, как разглаживание листа бумаги ладонью, когда придерживается листик, допустим, правой рукой, левой разглаживается, ну и наоборот. Последовательные движения, ребро, кулак, ладонь, ну и так далее. Встряхивание по очереди кистями, смена положения кистей правой и левой и так далее. Одновременно со всеми этими упражнениями необходимо развивать, естественно, и произвольное отведение и разведение пальцев рук. Особое внимание нужно обращать на работу пальчиков пишущей руки. Полезно обучать детей элементам самомассажа пальчиков рук и кистей. Это растирание, поглаживание, надавливание тыльной стороной кистей рук, ладоней, пальцев рук.
В некоторых видах упражнений для усиления кинестетического раздражения можно использовать даже специальный массажный мячик или аппликатор Кузнецова, который практически есть у всех. Также хочу вам показать еще, понятное дело, что вы все прекрасно понимаете и знаете различные игры для развития мелкой моторики, и они существуют в каждой группе, у каждого специалиста. Сегодня хочу вам показать одну очень забавную игру, которая как бы не требует больших затрат. Это игра резиночки. То есть эти резиночки практически продаются в каждом магазине. И, как вы видите, здесь задействованы достаточно различные направления работы. То есть и мелкая моторика, и сдвигание, раздвигание кистей рук, а также внимание, память и так далее. То есть резиночки по картинке надеваются на пальчики. Да? Даются задания различного порядка, и ребенок самостоятельно выполняет эти задания. Интересно то, что здесь в такую вот маленькую интересную вещь заложено большое такое развитие ребенка. Здесь развиваются очень хорошо и психические процессы, которые необходимы, да, для ребенка. Это и внимание, и мышление. Самое главное – оптико-пространственное восприятие, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память и естественная речь. То есть, играя в простые резиночки, ребенок может сопровождать, то есть комментировать то, что он делает, да, называет цветовую гамму и так далее. Вот здесь вот вторая немножечко попроще игра, да, как вы видите, здесь можно дать ребенку более младшего возраста, но опять же можно сопроводить картиночкой, и ребенок будет понимать, что, допустим, чередование цветовое идет или только один какой-то цвет, нужно, да, колечко надеть на шею жирафа. Здесь, естественно, для детей уже более старшего возраста, которые могут заниматься самостоятельно, но, естественно, предварительно для этого нужно с ребенком посидеть, позаниматься, показать ему, рассказать и объяснить. Далее. Естественно, не стоит забывать, что помимо всего прочего существует многообразие различных прописей, не только для взрослых детей, но и для малышей. Есть разукрашки, которые для детей от 2 лет, когда ребеночек может разукрашивать, допустим, простыми карандашами, не стоит об этом забывать, это очень важный компонент. Далее пальчиками, гуашью. Для этого, естественно, картинки должны быть очень простые, крупные, с четким ободком, чтобы ребенок понимал, что вот именно вот здесь, в этом пространстве нужно работать. Далее уже существуют более усложненные картинки, ну это, допустим, дорисуй, раскрась, какие-то прописи уже для более старшего возраста. Это очень интересно для деток, поэтому не забывайте использовать. Это очень важно. Далее. Я, конечно, расскажу немножечко и об этом. Значит, в нашем консультационном центре работает также Анна Валентиновна, которая далее будет рассказывать. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете сюда записаться или написать нам сюда. Мы ответим на любой ваш вопрос. Далее хочу с вами распрощаться, потому что о мелкой моторике все, что можно было, я вам рассказала. И понимаем о том, что развитие мелкой моторики – это очень важный компонент на пути к развитию графомоторных навыков, которые являются одним из главных средств эффективного развития ребенка и подготовки его к обучению навыкам письма. Более подробно о развитии графомоторных навыков, о развитии навыков письма, о том, как правильно держать карандаш, как грамотно посадить ребенка, чтобы ему было удобно, чтобы рука не уставала, когда он будет учиться писать, как развить графомоторный навык, чтобы ребенок грамотно, красиво писал, безошибочно, вам расскажет уже Анна Валентиновна. Спасибо за внимание. Анна Валентиновна, приглашаю вас, продолжайте. Добрый день, уважаемые коллеги.
Если меня слышно, поставьте. Меня слышно, поставьте. Меня слышно, Что? Плохо? Ну-ка, давай, подожди. Заработала? Ну-ка, еще раз. Давай. Да, ставят плюсики. Все хорошо слышно? Никаких помех нет, коллеги? Ну и все. Тогда мы начинаем, продолжаем нашу тему. И как часто можно услышать и от учителей, и от родителей о том, что ребенок пишет медленно, неуверенно, не видит строчки, не видит интервалов между буквами, не соблюдает эти интервалы, да, то есть пишет какие-то каракули. И вот это явление далеко не случайное. Причины его уходят своими корнями далеко в дошкольный период развития. И согласно данным психологов и физиологов, у детей дошкольного возраста слабо развиты мышцы кисти рук, несовершенна координация движений, не закончено окостенение запястья и фаланг пальцев. У детей наблюдается низкий уровень выносливости мышц к статистическим нагрузкам. Дети не могут выделить элементы из целой буквы, и, конечно же, конфигурацию буквы они воспринимают не полностью, не замечая малых изменений и элементов ее структуры. Поэтому дети испытывают затруднения с письмом. У них быстро устает рука, теряется рабочая строка, дети неправильно держат ручку, линии оказываются дрожащими, нажим у них неравномерный, буквы получаются разного размера, расстояние между буквами не выдерживается, дети не ориентируются на листе бумаги и не укладываются, как правило, в общий темп работы. Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных движений рук. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Графомоторный навык – это определенное положение движения пишущей руки, которое позволяет рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет. Есть еще одно определение, которое гласит о том, что графомоторный навык – это определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их соединения. Процесс формирования графомоторных навыков физиологически и психологически очень сложен. И при письме в координированную деятельность вовлекаются и кора головного мозга, и органы слуха, и зрения, и многие мышцы тела. Для формирования этого навыка необходимо, чтобы ребенок был подготовлен к его обучению. Графомоторный навык включает в себя формирование мелкой мускулатуры пальцев. Да, это упражнение на развитие силы пальцев и быстроты их движений. Развитие зрительного анализа и синтеза. Здесь предлагаются упражнения на определение правых и левых частей тела, задания на ориентировку в пространстве по отношению к предметам, игры с условиями по выбору нужных направлений. Обучение рисованию. Здесь детям даются задания по штриховке по контуру, да, обводки, срисовывание геометрических фигур, зарисовки каких-то деталей, предметов с натуры, дорисовывание незаконченных рисунков, упражнения дорисовывания, задания на воспроизведение фигуры, их сочетаний по памяти. Графомоторные навыки достаточно сложны, складываются из различных приемов. Приемов, которые необходимы для письма, и самих приемов письма. Какие же приемы необходимы для письма? Они сейчас на слайде, вы видите, это владение инструментом письма, это соблюдение правильного положения тетради и передвижение ее при письме, соблюдение правильной позы, посадки при письме и движение руки вдоль строки во время письма. Приемы письма – это умение сравнивать образец с результатом собственного письма, приемы перевода звука в письменную букву и печатной буквы в письменную, приемы написания букв, приемы сопоставления букв по высоте, то есть соблюдение одинаковой высоты букв на строке, письмо букв между линиями строки и на линии, начало письма, запоминание строки, приемы правильного наклона письма. Вот поэтому с самого начала формирования навыка письма перед детьми
встает длинный ряд задач по овладению разными приемами. Формирование графомоторных навыков следует проводить по следующим направлениям. Первое направление – это формирование тонко координированных движений кистей рук, пальцев рук, развитие мелкой моторики. Об этом только что сейчас подробно очень рассказала вам Наталья Александровна. Мы на этом останавливаться не будем. Следующее направление – это формирование зрительной пространственной ориентировки, ориентировки в окружающем пространстве и развитие ориентировки на листе бумаги. Ну, это ориентировка в собственном теле. Да, ребенок должен выделять, называть правую, левую руку, да, другие парные части тела. Сюда же входит ориентировка в окружающем пространстве, так называемое определение точки стояния, то есть местонахождение субъекта по отношению к окружающим его объектам. Например, я нахожусь справа от дома. Локализация окружающих объектов относительно человека, ориентирующегося в пространстве. Например, стол находится справа, а дверь слева от меня. Определение пространственного расположения предметов относительно друг друга, то есть пространственных отношений между ними. Направо от меня сидит Маша, налево от нее сидит Ваня и так далее. Обучение ориентировки на листе бумаги. Сюда входит упражнение на развитие зрительного пространственного восприятия, формирование умения входить в клеточку, обводить ее, вести прямые линии сверху вниз и слева направо по разлиновке, размещать внутри клеточки круг, соединять углы клеточек по диагонали, вести волнообразные линии, не отрывая карандаш от листа бумаги и не выходя за горизонтальные строчки разлиновки, и графические диктанты. Сюда же входит уточнение пространственного расположения фигурки. Зрительно-двигательная координация – это согласованные действия рук и глаза. Глаз видит, рука изображает. И такое единство и тесное взаимодействие двух органов достигается в старшем возрасте при условии последовательного и равнозначного их развития. Ребенку в процессе учебы часто приходится одновременно смотреть на предмет, например, на доску, да, списывать или срисовывать задания. Поэтому вот так важны согласованные действия глаз и рук, когда пальцы как бы слышат ту информацию, которую дают нам глаза. И многим детям подобного рода задания даются с большим трудом, поэтому также необходимы систематические упражнения. Какие это упражнения? Это штриховки. Да, на первом уровне сложности предлагаются упражнения, в которых необходимо самостоятельно обвести рисунок по заданным точкам, конструирование по чертежам, выкладывание узоров по образцу, дорисовки. На втором уровне уже сложности предлагаются такие упражнения, в которых необходимо самостоятельно дорисовать недостающую часть рисунка, которая состояла бы из разных видов фигур и линий. И рисование. Это уже третий уровень сложности, который включает в себя упражнения на формирование умения воспроизводить графический образ по представлению, то есть самостоятельное дорисовывание. Тут у нас Божья коровка. Успешность формирования навыка письма во многом зависит от того, соблюдаются ли при письме основные гигиенические правила. Они не сложны, но чаще всего им уделяется внимание лишь на первых порах. И потом все сидят, как сидят, и ручку держат так, как держат. Да? И почему это очень важно? Главное, потому что правильная поза, правильное положение руки и правильная координация движений позволяют сформировать правильную технику письма, правильный графический навык, а значит сделать письмо удобным, четким, быстрым. И, безусловно, писать можно и не очень удобной позе, выворачивая постоянно руку, выворачивая затекшее плечо, но тогда, конечно, трудно будет говорить о качестве и скорости письма. Да и вряд ли можно надеяться, что при такой технике удастся не думать о том, как это делается. Еще в 1879 году французское гигиеническое общество опубликовало ряд правил по гигиене письма, которые не потеряли своего значения сейчас. Вот эти правила. Сидеть при письме прямо, не сгибаясь, держать оба локтя таким образом, чтобы они не опирались на стол, придерживать тетрадь левой рукой для праворуких, писать письмо
прямо, а наклон будет создаваться за счет наклонного положения тетради. Вот сейчас на слайде вы как раз видите правильную позу при письме и советы те, которые надо соблюдать, чтобы все у ребенка нашего сложилось. Однако правильная поза при письме – это еще не все. Не менее важно, как лежит бумага, тетрадь. От ее положения зависит не только четкость почерка, но и возможность сидеть правильно. Мы с вами видим сейчас на слайде вариант наклонного положения тетради, да, который позволяет не только правильно сидеть, но более легко и свободно передвигать руку по строке от начала к концу. По мере заполнения листа тетрадь продвигается вверх. Сначала левая рука поддерживает тетрадь снизу, а когда страница заполняется внизу, левая рука у нас поддерживает тетрадь сверху. Особое внимание следует уделить тому, как помочь научиться писать леворукому ребенку. Потому что леворукий ребенок, он, конечно же, нуждается в особой специальной помощи на начальных этапах обучения. И обязательно нужно зафиксировать внимание на правой левосторонней ориентации штрихов, иначе невозможно, может возникнуть зеркальное письмо. Особое внимание уделяем направлению письма слева направо. Очень подробно, внимательно разбираем траекторию движений при письме каждого элемента, каждой буквы. Очень подробно разбираем инструкцию вместе с ребенком. Несколько раз выполняем движения в замедленном темпе. И, конечно же, все задания мы выполняем в более медленном темпе с ребенком. Вот как раз на слайде эти советы. И поза леворукого ребенка должна обеспечивать достаточно свободное и удобное письмо. И на слайде вы видите правильную посадку праворукого и леворукого ребенка. А особое значение для леворукого ребенка имеет положение ручки и руки при письме. Леворукий ребенок должен держать ручку выше, чем праворукий, на расстоянии примерно 4 сантиметра от кончика стержня. Вот как раз при неправильных способах держания ручки четкое правильное письмо затруднено. Вот на слайде вы видите правильное удержание ручки правши или вши. Как показывает практика, именно это положение обеспечивает свободное движение пишущей руки. Стремление некоторых педагогов, а особенно родителей, в первую очередь уже в 5 лет начинать обучение курсивному письму, многие ученые считают преждевременными и не соответствующими функциональным возможностям детей этого возраста. Необходимо еще раз подчеркнуть, что ребенок 5 лет обладает низкой способностью к произвольной регуляции движений. В этом возрасте не закончено костенение фаланг пальцев, костей и кисти, не сформированы мелкие мышцы кисти, трудна и несовершенная регуляция движений, низка выносливость к статическим нагрузкам. И поэтому, конечно же, курсивное письмо, которое требует особой плавности, четкости, владения рукой, очень и очень сложно. И такое раннее освоение курсивного письма может вызвать значительные трудности, привести к неправильному формированию графического навыка, что мы сейчас очень часто замечаем у наших детей. А исправить все это будет очень и очень сложно. Сейчас на слайде вы увидите последовательность подготовки детей к формированию правильного графического навыка. Перед каждым занятием мы объясняем ребенку его цель. Что будем делать, для чего и как. Объясняя, используем только знакомые слова, объяснить, показываем. Убеждаемся, что ребенок понял нашу инструкцию. Соблюдаем последовательность занятий, не торопимся, не перешагиваем через ступеньки. Не переходим к последующим занятиям, если не освоены предыдущие. И не забываем, что дети 5-6 лет лучше осваивают все в игре, чем в работе. И продолжительность выполнения всех графических занятий не должна быть больше 3-5 минут. Итак, последовательность значит, вы видите на экране. И мы с вами, я хочу вам сразу посоветовать, что вот как раз вот этапы обучения графомоторным навыкам детей очень хорошо и подробно описаны в книге «Безруких» Марьяны Михайловны.
Как научить ребенка писать красиво? Это пособие для учителей и родителей. Обратите внимание, доступным языком написано, очень хороший такой материал. Предлагаю вашему вниманию варианты упражнений и заданий, которые позволят правильно, методически, грамотно организовать работу по формированию графомоторного навыка у ребенка. Обращаю ваше внимание, что здесь важна не быстрота выполнения, а правильность и тщательность. Вот делятся эти упражнения делятся на несколько этапов. И вот на первом этапе обучения детям предлагаются образцы линий, данные пунктиром, для формирования и закрепления умения правильно пользоваться пишущими предметами. Мелками, фломастерами, карандашами и так далее. Совершенствовать здесь же графические действия совместно со взрослыми или по показу. Данные задания обучают правильному захвату пишущего предмета, умению проводить прямые вертикальные прерывистые линии на альбомном листе бумаги в направлении сверху вниз. Ну, вот это может быть дождик, иголки, трава. Формируется умение безотрывно проводить вертикальные линии в направлении сверху вниз, стебельки, ленточки, заборчик. У детей формируется умение безотрывно проводить горизонтальные прямые линии от одного графического объекта до другого в направлении слева направо. Да? Формируется умение ставить точки на листе бумаги в отмеченных местах и произвольно. Ну, зернышки для цыплят, для птички. Снег падает, дождик капает. Формируется умение проводить безотрывно спиралевидную линию от центра по нарастающей периферии и наоборот, от периферии к центру в направлениях слева направо, справа налево. При этом понимание ребенка фиксируется на точке, с которой начинается линия. Вот, клубочки, нитки и так далее. В графических заданиях второго этапа у нас все упражнения направлены на формирование зрительно-двигательной координации, умение ориентироваться на листе бумаги и работать по показу. Здесь дети обучаются штриховать контуры геометрических фигур, простых предметных изображений, ориентируются на точки, на стрелочки. Дети овладевают умением проводить безотрывные линии дорожки, прямые, волнистые, ломаные, в направлении вверху вниз, слева направо, ориентируясь на вспомогательные ориентиры, точки, стрелки или штрих-пунктирные линии. Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, работать по образцу, встречать графические изображения со счетными плоскостными палочками, используя метод наложения. Заборчик, елочка. У детей формируется умение копировать изображения простых геометрических форм и предметов. Круг, треугольник, гриб на плоскости листа, снизу, сверху, слева, справа, дорисовывать их. Также закрепляется умение проводить разные линии по заданной штрих-пунктирной линии. Для мотивации используются игровые приемы с предметами, можно использовать сюжетные картинки. Третий этап включает в себя задания, которые формируют поисковые и ориентировочные действия. Они закрепляют умение ориентироваться на указатель, например, стрелку, да, проводить линию по центру дорожки. Также на этом этапе уделяется внимание формированию целостного образа графических изображений, умение работать по показу. Формируется умение проводить прямые линии по дорожкам лабиринта. Дети сначала ведут по дорожкам указательным пальцем, затем пишущим предметом безотрывно проводят сплошные линии, прямые, волнистые, опять же ломаные, по центру дорожки. Дорожки должны быть шириной от 2,5 до 1 сантиметра. Кроме того, дети учатся ориентироваться на указатель стрелку. Да, помоги обезьянке добраться до банана. Дети учатся ориентироваться на альбомном листе бумаги вверх, где низ, где левая сторона, где правая, где середина. Обводить геометрические формы, простые изображения предметов, внешний фон, разные линии по указателю стрелки, дорисовывать контуры изображений простых предметов. Здесь же продолжается формирование целостных образов простых предметов, представленных в изображении. Закрепляется умение ориентироваться на альбомном листе бумаги. Определяем середину листа, что изображено наверху, что внизу,
что слева, что справа, умение проводить безотрывные линии по диагоналям через середину листа, и при выполнении заданий обязательно ориентироваться на указатель, стрелку и штрих-пунктурную линию. Также предлагаются графические упражнения на широкой строке. Чередование простых линий, фигур по образцу. Дети обучаются соблюдать интервалы и очередность геометрических фигур, последовательно обводить формы по штрих-пунктирной линии, ориентируясь на указатель, стрелку. Обведи фигуру по ряду, дорисуй следующую фигуру, нарисуй свой узор и так далее. И следующий этап включает в себя графические задания, которые закрепляют следующие умения. Ориентироваться как на строке, широкой, узкой, так и в широкой клетке. Работать по показу и образцу, копировать графические ряды, представленные простыми линиями, геометрическими фигурами, элементами букв, завершать начатое графическое действие. Здесь же формируется умение ориентироваться на альбомном листе бумаги в крупную клетку. Это 1,5 на 1,5 сантиметра клетка должна быть. Зрительно фиксировать одну клетку, обводить ее, показывать ее углы, проводить разные линии по клеткам, отсчитывать клетки, ориентироваться по точкам, по стрелке. Здесь же вырабатывается умение копировать простые изображения по клеткам в разных плоскостях листа бумаги. Наверху, внизу, слева, справа. Значит, работаем мы по образцу здесь, и обязательно здесь дети учатся доводить упражнения до конца. Здесь же, на этом этапе, закрепляется умение ориентироваться на листе бумаги уже в крупную клетку, работать по образцу, копировать последовательно графические изображения простых предметов по клеткам, соблюдая очередность, интервалы между элементами, а также высоту и ширину изображения. Переносить графические изображения на плоскость листа, опять же сверху, снизу, слева, справа. Закрепляется умение ориентироваться на крупной строке. Крупная строка должна быть шириной 4 сантиметра. Копировать графические элементы в пределах строки, соблюдать интервалы между элементами, очередность, ориентироваться на точки, стрелки, штрих-пунктирную линию. Последовательно копировать элементы букв, наклонные линии, полуовалы, крючки, петли, зигзаги, и завершать графическое действие. То есть до конца ребенок должен сделать это задание. И только потом закрепляется умение ориентироваться на строке шириной 2 сантиметра. Уже после того, как у ребенка полностью сформируются графические умения и навыки в пределах крупной строки. Мы помним с вами, что начинали мы с 4 сантиметров. Коллеги, графомоторные навыки являются существенным критерием для определения готовности ребенка в школе. И ее сформированность как раз позволяет ребенку должным образом овладеть письмом. Мы должны с вами как можно больше уделять внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики, на координацию движения руки. И вот как раз благодаря вот этой работе мы решим с вами очень важные задачи. У нас поспособствуем интеллектуальному развитию ребенка и подготовим его к овладению навыком письма и, естественно, предотвратим нарушение письма. Ну и на этом мы заканчиваем. Я желаю вам всем здоровья. До свидания.